Попробовать себя в роли режиссера, актера, танцора, видеографа и не побояться показать свое мастерство на большой сцене. Накануне в Чувашском госуниверситете прошел гала-концерт Республиканской студенческой весны. Студенческая весна на протяжении многих лет объединяет молодых, талантливых и амбициозных людей, каждый из которых готов максимально выложиться, чтобы доказать всем, что его команда, его факультет и университет достойны только самых высоких наград. Команда юридического факультета ЧГУ собирала этого феникса из бумаги, перьев и тканей несколько месяцев. Работа ювелирная. Жюри труды оценило и присудило ребятам второе место в номинации «Арт». Студвесна была очень тяжелая, но в то же время очень продуктивная, судя по результатам. Опять же, арт-объект мы делали в первый раз. Это было очень тяжело, очень непривычно, но все наши старания, все наши труды дали результат. На студвесне у каждого свои цели. Кто-то впервые выходит на сцену, а кто-то на ней годами днюет и ночует. Мы в студенческой весне принимаем участие уже не первый год, поэтому, естественно, мы сплотились и решили поставить номер. Показываем довольно-таки динамический танец, чтобы разорвать сцену. Республиканская студенческая весна – это путевка в мир всероссийского этапа студенческой весны. Ежегодно праздник творчества собирает студентов со всех уголков страны. Попасть туда могут лишь те, кто стал победителем на региональном уровне. Попадая в сборную делегацию Чувашской республики, то это, конечно же, безграничные возможности и опыт, потому что там они уже делятся опытом, берут для себя какие-то некие лайфхаки, они встречаются с экспертами и получают от них обратную связь. В роли экспертов и членов жюри это всегда именитые, известные деятели культуры и искусств. То есть для ребят это очень полезно. В этом году фестиваль объединил более 8 тысяч студентов из 29 образовательных организаций региона. Кто же в итоге поедет на Всероссийскую студенческую весну от Чувашии – вопрос пока открытый. Ярких и достойных номеров много, жюри пока ломает голову. Но одно понятно точно – команд потребуется две. Одна от СУЗов, другая от вузов. В этом году организаторы молодежного движения решили провести 2 всероссийских фестиваля творчества. Для студентов вузов в мае в Самарской области, для учащихся техникумов и колледжей в июне в Челябинской. Анна Лобанова, Святослав Петров, Вести, Чебоксары.